Грипп в этом сезоне проснулся раньше обычного. В прошлом году первые случаи зафиксировали лишь в середине февраля, а в напряжении вирус держал аж до конца марта. Впрочем, пока медики называют ситуацию спокойной. Первые заболевшие – сыктывкарец, который лечился дома, детей из Инты пришлось госпитализировать. Но грипп пришел не один. Параллельно циркулирует микоплазма пневмония. Именно к этой бактерии сегодня приковано внимание эпидемиологов. Начал уже циркулировать грипп, а это не означает, что если мы выделили у 3 заболевших грипп, означает, что всего 3 случая гриппа. Конечно, их уже значительно больше, и в том числе и по клиническим показаниям уже есть заболевшие именно гриппом. Наслоение 2 этих возбудителей это настораживает, потому что оба тяжелых. И они разные. Один вирусные этиологии, другой бактериальные, и они могут одномоментно наслоиться, или на фоне, опять же, этого гриппа может возникнуть тоже заболевание бактериальное, вот этой пневмонии. То это, конечно, настораживает и вызывает серьезную тревогу. И все же об эпидемии речи не идет, хотя сезонный подъем простудных заболеваний будет, в первую очередь среди детей. И здесь педиатры призывают родителей непременно обращаться в поликлинику. Грипп не ОРЗ. Самолечение может лишь усугубить ситуацию, а потому нужен точный диагноз. Только в этом сезоне анализы почти полусотни пациентов с Сыктывкарской детской поликлиники отправляли в лабораторию. В 2 случаях выявили парагрипп и риновирус. Как родитель распознает, грипп это или не грипп? Грипп распознается чем? Мазком. Только отсюда идет. А понять, это грипп или просто ОРЗ, откуда может простой обыватель? Только врачу это известно. Сдержать вирус помогут 385 тысяч привитых жителей региона. Вакцинация – единственный метод в борьбе с эпидемией, говорят врачи. В 2009 году был грипп свиной, так называемый, о котором все наслышаны. Там было, как сказать, недостаточная вакцинация, видимо, людей, то есть и очень тяжело переносился. Сейчас количество людей, которые подлежат вакцинации, увеличилось. Сейчас мы прививаем очень большое количество человек, то есть и меньше заболевают люди. Это видно даже. Витамины и свежий воздух хоть как-то смогут уберечь тех, кто не сделал прививку. Впрочем, есть и неспецифические методы профилактики. Секрет здоровья от сыктывкарских моржей – хорошая прорубь и веселая компания. Тогда, мол, точно никакая простуда не страшна. Виктория Палкина, Павел Люленмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.